Поважаныя выкладчыкі, не менш паважаныя студэнты, Сегодня до нас у гости пришел вядомый письменник, народный письменник Беларуси, лауреат многих премий и увогуле выдатный человек Ян Кабрэль. Павітаем его. Биография Ивана Антоновича – это фактично биография нашей краины 20-го стагоддзя. У его биографии адлюстравались все основные подеи життя нашей краины, ну, амаль усяго стагоддзя. 1917 год. Вядомая ўсім дата, так раз год народження Івана Антоновича. Складаныя для нашей краины военные годы, перадвоенные десятигоддзі, паслявоенные. Вот я зараз называю эти десятигоддзі як непростыя складаныя, я сам думаю аб тым, ці былі у нас калі простые, такие легкие для нашей краины, не то что десятигоддзі, а хотя бы год-два, видать, не было. И все это пережил Иван Антонович сам и адлюстровал у своих многих творах. Я думаю, что на сегодняшний день он один из немногих людей, уникальных людей, я бы сказал, нашей краины, во всяком разе, сярод письменницкого люду. Потому что то, что побачил он на своем веку, и то, что смог адлюстровать в своих творах, ну, я думаю, что мы можем еще пару человек, пару человек, як адлюстровать, это смог сделать, ну, еще несколько человек, не больше. Але, поважанные сябры, не буду марновать долго ваш час, а то я всю работу за Ивана Антоновича зараблю зараз, ему ничего не будет о чем говорить. Тому я ему зараз представлю слово, вы уважливо слухаете, или не только слухаете, а и думаете, об чем запытать. Потому что каждый день такая возможность вам предоставляться не будет. Так, а что не вы не запытаете, то мы вас запытаемся на экзаменах. Потому что... Так, коли ласка. Ну, перш за все, добрый день. Я хочу сказать одразу, что з усіх сустрэч з моладдю, а я вельмі любіў заўсёды выступаць перад школьнікамі старэйшых класаў і перад студэнтамі. Ці ў БДУ, ці ў педінстытуце, і ў другіх гарадах, у Гродні, у Гомелі, у Віцебску. Я заўсёды аддаваў перавагу такому парадку адказваць на пытанні. Потому что я вот стою перед вами, и поверьте, я не ведаю, ну что мне вам говорить, так сказать. Вот. А коли разыдемся, так тады нават трэба будзе уже, можа, мяне і прыпыняць трохи. Бо я трохи з таких заводных, которые любят много говорить. Значит, так что давайте перейдем до пытання, и само дело, как говорится, покажет. Только дозвольте мне отказывать на ваше пытанне седзячы, бо у мяне хворыя ноги, мне цяжка стаять. Так я чакаю, пытанні могут быть самые. Глядите. Не обовязково по биографии твора. Это в апошнюю, так сказать, чаргу по мне. А наогул ёсць пра што паговорить. Пан Антонович, тады я дазволю пачаць, паколькі я меў ужо назапасілася пэўная колькасць пытанняў да таго, як вы прыйшлі ў гэтую аўдыторыю.
І я, може бути, буду вчити, так як мені здається, тематично не з одному відповідаю. Наприклад, одне питання дотичить вашей непосредственно творчости, а другое має такое теоретико-літературне гучання. Питання теоретичне. Як ви лічите, наскільки тяжко письменнику знайти свій жанр, а то, що дотичить вашої творчості, питання такое. Ви були організатором і керівником драматичного гуртка у родній вёсці Загора. Однак п'єса, драма не стала вашим жанром. Ось як письменник знаходить свій жанр і чому драма не стала вашим жанром? Ну тут, покуль дошло до розуміння жанрів, так писати раней почав кожен з нас. Тоді вже розбирався, де куди ткнуть, що, де жанр який. Ось. Ну, звичайно, вірші. От. Я був найвеликшим поетом у школі нашій. Є таке містечко Турець поміж Міром і Карелічами. Я там учився в семигодці і писав вірші. Конечно, училися ми по-польську і писали по-польську, а по-білоруську я почав писати і вірші, і прозу, як тепер от міркую, доволі рано, тому що вірші где-то з годов з 10-11, а прозу з годов 16 почав. І саме от моє перше оповідання, то як маленький, написано, коли мені було 19 годов. Перед этим есть там, так сказать, оповідання «Сьогодні дяди» 18 годов. Для прозаїка гэта доволі рано, але знову ж це вельми умовно кажучи, бо от возьмите, хто задумывается про то, що п'єса Лермонтова «Маскарад», яка до гэтага часу тріумфальна не сходить з многих сценаў свету, написана тады, калі Михаилу Юрьевичу было 16 годов. Ну, это был час, який-то... Я вот теперь читаю Честертона, и там, значит, я люблю комментарии читать. И там подаются даты життя многих великих людей. І думаєш, боже мой, як же мало вони прожили. 40, там 30 з нечим, поміж 30-40 і так далі. Значить, вони, видать, просто раней починали і раней, перш за все, розвивалися раней. Значить, люби з великих починав значно раней, чим починав той, що лічить, що він почав вельми рано. Я про себе маю говорю. Ось. А потім уже почалося, так сказати, ознайомлення, а сумленно, так кажучи, щиро, коли говорив Пушкін про Онегіна, не мог он ямба от хорея, как мы не бились, отличить, меня самого заблытать в этом вельми легко. И я не лечу, что это нашему брату обов'язково все это ведать. Вот. Значит, я говорю, мы все-таки перш за все практики. Иван Антонович, вы не говорите такую крамолу, они на экзамене скажут. Вот. Скажут, классик нам сказал не ведать. А вы тогда их попросить показать творы их. Попросите. Ну, коли покажут, тогда не будем. Да. Далее, я не помню, другое питание у вас там было. Чому драма не стала вашим жанром, хотя бы Да. Ну что вы, боже мой, это ставили. Это была одна из таких формул национального протесту у Заходней Беларуси. Значит, молодь ставила спектакли. Значит, от вёски до вёски ездили, ходили мы. Значит, выезжали на вот так званые гастроли. Я вот называл местечко Турець. Мне было вельми приємно в школі, значить, я удельничав много в этой самодеятельности школьной, а наставниця і протягувала працювати у школі. Мне было вельми приємно показати, вот ми без вас обійшлися як.
даем, так сказать, этому самому. Писать п'еси. Я пачынаў, нават і п'еса нека была одна, але я вельмі скора адчуў, што это не маё. Нават першая кніга, от моя апавяданні, яна складалася з апавяданняў і вершаў. І мой рэдактар, Кандрат Кандратович Крапіва, паглядзеў тое і тое, кажа, давайте пакуль што будем прозу пісаць. І дзякуй яму, я і да гэтага часу гэтага пакуль што трымаюся, так сказаць. Вось, хаця, ну... Сідайце там на прыступках. Во всяком выпадку, драматургам не так просто стаць. Мы бачым, як у нас, так сказать, яны на пальцах лічаныя. Значит, там Крапіва, Макаёнок, ты самый... И Курейчик. А? Нет, не перескакивайте через это, через выскочило. А? Дударов, ну это все побочные, а я маю навіть магистральную эту линию, значит, Крапіва, Макаёнок, Дударов, и теперь, видать, это дай ему Боже поспеху. Молодые, я, правда, на сцене не бачив Курейчика, але читав його в полемі, це драматургія. І тут одразу, це так само, як з дитячою літературою, скажімо, для дітей можуть, як бицем би, писати усі, але це далеко не так. Для дітей писати можуть тільки люди талановиті для дитячої літератури, так само і для драматургії. Вот, так что, пробачьте, не вышло. Это будет наступный этап еще будет. Да. Ну, наступне питання, повторюся, зв'язане з попередніми. Энциклопедия подает, что у вас были псевдонимы такого сатиричного гучання, як Петрусь Дубец разом з Костючом Киреєнком, або Іван Астюк. Але сатиричне, саркастичне не властиво вашому стилю і вашому почерку. Яка історія цих псевдонімів? А Боже мой, это працуючи спочатку роздавим фашистську гадину, а після в вожику чого-то мені приходилося писати. І вже, так сказати, туляєшся за этими псевдонімами, значить, практично, ну, не було ж людей, нема кому писати, так сказать. Бывает, что один-два человека заполняют номер, так он уже выкручивается под всякими псевдонимами. Я выступал и с Киреенком, и с Тавлаем, значит, и с другими, значит, и приймались тогда и в партизанском друку, так, но там это змеркование, значит, безпеки все-таки, семьи были, правда, в семейных лагерах, но были, значит, и сябры, и там и свояки у партизанах, и треба было просто ховаться за псевдонимами, значит, часами наивно ховались, но все-таки ховались. Это просто такое шелуха. Ви згадали війну, і наступне питання спрямуються на воєнну тему. Війна доволі далека річ для молодих людей, і я працюючи вже 10 років зі студентами, бачу, що сприйняття війни, опошней этой Великой войны, все больше и больше робиться таким историчным. Это як факт некой далекой истории, которая нібито непосредственно не дотичить. Разом з тим, актуальна є дискусія, як эту войну називати. Називати эту войну Великой Отчинной войной, чи називати її Другой Сусветной войной. Ось як ви откажете на це питання? Як більш історично справедливо називати ту війну, і чи є різниця в цих назвах? Ну тут нават цяпер уже здараюцца такія у двукосці філасофскія прэтэнзіі да вайны. Значыць, смяецца беларус з беларуса ці без беларусаў і гаворыць, а наш народ, абы яму вайны не было. Не ведаючы, што гэта азначае, значыць, была вайна. Такая война теперь, которая не дает нам спокойной старости, и теперь вспоминаются все эти выпадки, так сказать, и боев, и, ну, пасля еще вот мне разом с Адамовичем и Колесником дадалося гэта
пасля тых шматлікіх гутарак па ўсёй Беларусі, калі уяўляеце сабе, што такое, калі расказвае старенькая жанчына, якая была ў вайну маладою маці, як на яе вачах так забівалі яе дзяцей. Тут не да смеху, тут не да філасофіі ў двукосі, значыць, што абы не было вайны. Сапраўды, абы не было вайны. Калі чалавецтва нарэшце навучыцца вырашаць пытанні, значыць, самыя большыя, такім чынам, каб не даходзіла да найгоршага. Вот цяпер што ў нас? Злоба дня – это Америка і Ірак. Я гляджу на гэтага самага Буша і думаю, каб табе один раз добра попало дзе-нибудь, ты был бы разумнейшы все-таки. А так, ну что такое Америка, которая на сваёй зямлі не бачыла этой войны нічога, ён лічыць, што ён мае права вырашаць, так сказать, сваімі самолетами і лінкорамі справы, так сказать, войны и миру. Это жахліва. І сапраўды, дай Боже, так сказать, каб яе не было як найдаўжэй. Добрый, Иван Антонович, а як глядзець вот на гэта, што гэты монстр пагражае ўсяму свету? Я маю на увазе хутчэй. Разумеете, тут і так Гітлер у свой час не спіць. Дмитрий Яковлевич, дорогой мой, я вот часами задумываюся, а хто кому даў права на гэтую зброю знішчэння? Америка ее мае, Россия мае, значит, а кто-то не мае права на нее. А право дается в данном выпадку все-таки не, так сказать, по неких законах, а по законах войны. Уже ж вот дошло, бачите, уже и Китай, и Индия, и Пакистан, усе. Ну так чему и гэтые уже лезут, так сказать. Вот. И думаете, как не было этой зброи у других, у тым ліку в Америке, не была б яна такая храбрая. Иван Антонович, что б там не было, а таких монстров треба спыняць. Но я не думаю, что вы лічыце, что я падтрымліваю іх. А? Выступаць супраць вайны не абавязкова азначае падтрымліваць тых, супраць каго гэтая вайна магла быць накіравана. Іван Антонович, пытанне, група пытанняў можна сфармуляваць так. Мастацкі твор і ва ўспрыняцці, і, відаць, у напісанні падразумевае тое, што у нашай філалагічнай навуцы і мастацтвазнаўстве ввогуле называецца катарсіс, нейкае ачышчэнне, аблягчэнне. Пытанне такое задаюць студэнты. Ці станавілася вам лягчэй пасля напісання вашых твораў? Напрыклад, такіх як «Штукі папка», або «Балючае і дымнае» і іншых. Ці становілася лягчэй? Станавілася лягчэй. Ці было гэта нейкім ачышчэннем або зняццем напружання душэўнага? Ну да, было лягчэй, але все роўна по вялікім рахунку застаецца і надалей, что есть еще много того, что не сказал и что обовязково треба сказать. А полегка это ненадолго тривало. И дякуй Богу, что ненадолго. Треба все-таки, як вам сказать, ну вы разумеете, в чем справа. Написал, и як быццам бы лягчэй стало. У нас, правда, нема такого, это, здаецца, з усіх конфессий христианских одни католики лічаць, что значит споведь сапраўды здымае вину. Мой польский сябар, письменник, неуважный Флёрден, до речи, самый близкий друг Володя Караткевича, они разом кончали Киевский университет, так он казал, что у его невестка кашубка. Ну, это народность невеликая в Польше на ўзмор'і. Яна пойдзе ў касцёл, паспавядаецца і прыходзіць з поўнай упэўненасцю, што ўжо ў яе няма ніякіх грахоў. Вот. У нас, скажем, што б ты не гаварыў, як бы ты не каяўся, все-таки гэта застаецца. Грахі застаюцца, і яны самі пра сябе гавораць, самі, так сказаць, не даюць супакоіцца. Вот. Я маю на ўвазе
ну, что такое грех? Это помылка, так сказать. Помылки в житті, которые не выправишь. Правда, я один раз засмеялся в цирульні, чекав чарги, коли еще... Давно это было, коли можно было в цирульне поголиться. Теперь же нигде не поголишься. Вот. И вот крокодилы лежат. И там в одном крокодиле, значит, такие афоризмы, значит, ошибки молодости лучше всего исправлять мемуарами. Значит, можно там выкручиваться, как хочешь, так сказать, то же самое. А? Да. А покаяння сапраўднага такого, значит, и при тем, чем высший талант, возьмите воспоминания Пушкина. Верш, когда значит, где он пишет, и нет отрады мне, нет все-таки отрады. Это 30 годов, мужчина, 30 годов у наш час, это лечится вельми молодой человек. Значит, а письменник, так наогул молодой письменник, это еще и в 47 годов, так сказать, это самое. Вот, так чем больше человек вострее это отшивает, тем большая значность его и таленту, и человечной его, значит, истинности. Дякую. Мемуарно включивши цей пам'ять, скажіть на питання студента, ці ніжні байдуни – це 100% реальність. Ті образи, які у ніжніх байдунах ви допрацьовували, ці покинули без ніяких змін. Ну, это... Такой вёски нема, конечно. Многих таких людей нема, и они под псевдонимами уже. Значит, режиссер русского театра нашего, Горьковского, Лысенко, хотел, значит, поставить нижние байдуны. Я его упросил, а потом запротестовал. Кажу, меня ж забьют у своей вёсцы просто тады. Значит, коли не живые сами герои, так живые их дети, внуки. И после, скажем, у вёсцы, там у кого якая примавка, все же это всем ведомо. Вот. Это просто с нескольких вёсок Новоколля, а в основном со своей вёски, из других ближайших вёсок, значит, тое, что здавалося смешным завсёды, так сказать, и что потом у меня про это писали наши поважанные критики, значит, некоторые, что это у меня была реакция на «Я з вогняной вёски». Значит, Адамович после этого, как вы памятаете, еще узвалил на свою душу таки колоссальный тяжер, это блокадный Ленинград. Колесник не протягивал в этом плане. А меня потягнуло страшно на, значит, на некий такий нервовый, коли хочется, смех очищения, смех отпочинку души, и что. Я помню, после этого, это была осень 1974 года, я был в Испании, ну, группа наша была человек 15, так все дивились, значит, что это письменник записывался, а дидя и записывай. А я просто робил накиды оповести, так сказать, там, у Испании, значит, але думал уже про то, что... Ну, конечно, есть речи, яких не придумаешь. Коли говорится про то, что народ, там, скажем, народная песня, народ принял, народ не принял, народ смеется, народ, значит, там, скажем, философствуя, там, так в этом отчувается такое, что не один же кто-то, а многие там, той-тое, значит, тебе запоминается, и после наступает такий приємний вельми період уже праці над этой речью, что ты починаешь у гэтым ключи додумывать и сам нечто. Вот. Есть такое, что мною придумано там. Потому что я завсёды был так больше з веселых людей.
значить, і в сенсі жартів, в сенсі там всяких. От Дмитрий Яковлевич мог би підтвердити, як ми розігрували один одного у Норильску. Значить, Это другая Ну да, но справа в тим, справа от дагэтуль, скажем, ніяк не догадаються, хто це написав, этого самого, сказ про это самое, надо. Ну мы же знаем, мы знаем этого человека и знаем, як он умеє сміятися. Скажем, от, значить, хто живий, а хто одійшов, ну, ми його як живого пам'ятаємо. Я пам'ятаю, ми виступали на телебаченні в Норильску, а тоді ми жили, значить, 6 чоловік у двох покоях по 3 чоловіки. І зверху збіг автор того самого до нас і почав говорити від ім'я глядача, слухача Норильского про наше выступление. Говорит Сергею Ивановичу Гроховскому. А тогда подсуни мне эту трубку. И я чую Сережа говорит, конечно же, аромат родной речи и так далее. Значит, это самое, понимаешь. Вот. И не только так умели разыгрывать, что ну, тут нужно было бы отхилиться надолго от темы. Вот. Прошу вас. Дякую. Таке питання. Скажіть, коли ласка, який твор, літературний твор, ваш чи іншого автора вам найбільш дорогий? Традиційне питання. Ні, часто то буває питання, і воно не тратить своєї такой свежести, своей наивности, так сказать. Ну, як это я могу сказать? Вот у меня 3 детей, 4 внуков. Кого я их наибольше люблю? Куди не кинешься, не успеешь одного похвалить, уже другие, а я. Значит, это самое. Конечно, бывает, что, ну, вот недавно написано это, здається, что это вот лепше. А потом переходишь до того, коли нечто почнешь новое, от это то будет, это уже так добре и так далее. Коли можете, позбавьте меня от этой необходимости выбирать. Добре. Наступне буде питання про таку, в кожному разі, немаловідому сторонку, ці там сторонки вашого життя. Летось була видадена книжка Гірша Смолера про Менське гетто. І так здарилося, що я говорив з сином Смолера, той мені показував записи батьки, і там є такі записи вже в останні дні його життя, коли він жив у Ізраїлі, що на все життя, вот, саме могили він заховав пам'ять про 2 своїх найлепших сябров, про 2 найлепших білоруських хлопців, Янку Бриля і Максима Танка. Чи ви можете про це сябровство нечто розказати? Могу и много, коли хочете. Значит, я недавно прочитал эту книгу у перекладе. Я думал навіть, что это Микола Гиль, а это сын Миколы Гиля переклав. Значит, мне было вельми приємно, что Гирш пам'ятає мене і пам'ятав там. Это якая тесная земля, и какие бывают такие нечаканные хитросплетені льосаў всяких всього. Я прийшов у партизани і вельми хутко побачив там вельми цікавих людей. Уявляєте, що то приців на Ліботську пущу в землянку і довідався, що вот этот чоловік, это невеличкий, такий он невеликий ростом, що это друг Максима Танка, Тавлая, Пестрака і так далі. Значить, это вот був Гір Смолер. Ну, правда, он от этой, так сказать, симпатии до меня там трохи наплел, так личного, скажем, навіть до того, что я служил, правда, в морской пехоте, или морская пехота, это все-таки пехота, а не, значит, значит, а он пишет, як это я на Балтиці воевал, значит, с немцами. На жаль, у поляков такий був флот, что он просто так само, як самолітів не бачили ми. Перші дні бачили, потім не бачили. Так само не бачили ми польських кораблів на морі. Значить, і обороняли ми море з суші. Вот. Ну, это наша вже, так сказать, особистая справа. А мне было вельми приємно. А
хлопцы його два сыны, которые то Саша, Александр, Саша, да, ён тут быў у Мінску, но мы, на жаль, не сустрэліся. Значить, я добре ведаю його жонку Валя Найдус, вона історик, значить, цікава, так сказати, жінка. І от два сини його. А особливо, ви знаєте, вже коли чоловік доходить до якого-то, так сказати, узроста, як у мене, значить, тоді вельми хвалююче успоминаються добрі люди і добрі справи. От до таких людей належав і Смолер. Я помню, я был один час у разведцы партизанской, мы наскочили на засаду, и я застал, я пришел в землянку там докладывать, а Смолер маленький кричит перед начальством великим. Тем лику у нас даже Царук, герой Советского Союза. Вы о кадрах думаете или нет? Это значит, что вы посылаете в такие небезпечные, значит, я працював у редакції, ну раптом мені захотілося з розвідкою, з якої я прийшов в редакцію, поїхати, і треба ж було Собіла на засаду трапити. Значить, от. Ну так такое ж успоминається з якою-то такою удячністю до старейшого сябра. Тут є, Іван Антонович, цілий спіс таких питань приватного, можна сказати, інтимного характеру, ну, відомо. Ну як це, каб стільки дівчат, де не було таких питань. І питання таке. Чи здаралося вам тратити голову від кохання? Які дівчата вам більше сподобались? І коли можете розказати про своє перше кохання? Ну тут же не буває такого зборного кохання. Найбільш подобається тая, який-то період певний, значить, в яку закохаєшся. А потім глядиш, що і брюнетки нічого собі, так сказати, понимаєш, і так далі. Значить, ну що, це така складана матерія, вот, що тут можна много говорити і завсюди не все скажеш. Ось. Я от, бачите, і розгубився, і думаю, що ж це? З якої почати? Да, з якої почати, да. З якої почати? Найпростей почати з самої першої. Я пам'ятаю, я був закоханий у свою племінницю, їй було 3, а мені 5 років. Ось таке кохання було, що куди там, розумієш, це саме. А далі вже почалися всякі побилки і все таке, так сказати, це саме. Скажіть, будь ласка, яке почуття або який душевний стан, який настрой ви любите переживати? Які для вас натуральні, які любите? Это вы не специально по соседству эти два питання поставили, значить, да? Як записати? Ага. Ну як це все? Добре, коли добре, дренно, коли дренно, просто кажучи. А дякую Богу, много ж у житті такого, що одно на другое не подобне. Значить, там порадувався тому, там тому. От. Надвор'я впливає. Ну, надворье, тут правда душевная. Я недавно читал одни мемуары. Один наш молодий поэт, вспоминая, як він зустрічався со старим поетом туркменським, Бердикер Бабаєвим. Були разом у Гаграх. Значить, і каже, ми, звичайно, більш за все говорили про надвор'я. Я думаю, кап ти скис, розумієш? Два поети, які говорять про надвор'я, так сказати, це саме. От. І ось про що говорити. У мене було много сябров. Ми от недавно з Ольгою Васильівною тут вспоминали сябров, яких давно вже нема. Значить, і як вони як просипаються в пам'яті такими живими, раптом проснешся і почуєш рогот Максима Танка, так сказати. Здоровий такий, значить, це саме. Ось. Ці другі сябри. Вот. Многое вспоминается, и многое
Многое дапамагае жыць і цяпер, так сказать, таму, хто застаўся. Не трэба толькі пра пагоду гаварыць, а пра нешта іншае, важнейшае. Ну, што там па суседству? Не про надворье, а про письменников и их взаимоотносины поміж собой. Вот есть питания персональные, и я не ведаю, если вы захочете на них отказывать, это ваше решение будет. Есть питание про то, как у вас складываются теперь относины еще с двумя народными письменниками, с Василием Быковым и с Иваном Шемякиным. Корректные, нормальные, сяброўскія адносіны. Корректные, нормальные сяброўские относины. З Василем я уже давно не бачыўся. Значит, ён же, так сказать, як пачаў свае замежныя эміграцыі, так і не показывается. А Иван Петрович, цяпер моя дачка, якая працуе у выдавецтве мастацкая літаратура, якраз рэдагуе яго збор твораў. Так яна часцей цяпер, значит, кажа, Иван Петрович прывітанне перадаваў. Мы уже дошли до такого, значит, периода своего развития, что мало ходим, а больше телефоном користаемся. Вот. Конечно, вспоминая с Шемякиным, я знакомый с 45-го года, с конца 45-го года, а с Быковым с конца 56-го года, поздней. И он был на нараде молодых, значит, в 56-м году, где обмерковывались его оповедания, а пасля, значит, пачалося яго это ўзыходжанне, скажем, журавлиным криком, и третьей ракетой, и, конечно, так сказать, какая-то кульминация, значит, своеасаблівая, это «Мертвым не болить». Вы, до речи, не бачили, в «Народной воле» друковалось письмо в оборону Быкова, значит, калі яго штурмовала критика страшно за «Мертвым не болить». И мне было приемно вспомнить, что я был так само сярод тых, которые заступались за яго. Вось. Нормальные, хорошие сяброўскія адносіны. С правом кожнага з нас на свою думку. И, так сказать, например, калі мне штосьці не падабаецца у творы там, таким ці таким у Шемякіна ці у Быкова, я ж маю на гэта права, так само, як ён мае права так пісаць, вот. Дай Боже, каб жылося і сябравалася. Еще есть шерах питаний про молодых письменников. А питання оценочного характера, кшталту, ці подобаються вам твори сучасних молодих письменников, да, просто просьбы о пораде. Что бы вы пораили молодым сучасным письменникам? Перш за ўсё, уявіце сабе такую лічбу. Звыш 500 членов Союза письменников и пасля нефармальные значит, организации драбнейшие, значит, там, и якія выдаюць свае часопісы, маюць нават свае узнагароды. Значит, вы уявляете себе человека, который все это прочитал, ці не? Я належу до заядлых читачоў. Значит, я увесь час спаборнічаю со Сталиным. Казали, что он мог прочитывать 150 сторонок у день. И я приблизно столько читаю у день. И, значит, и кольки б не читал, усё роўна не могу сказать, что я усіх ведаю. А каб говорить штосьці, трэба ж ведаць. Значит, уже пачинаешь, або неяк выпадкова сустрэнешся с человеком. Бывают такие выпадковости. Вот на сходе этим 19 студзеня падышоў до мяне мужчына сярэдніх гадоў, кажа, ці можна вам спрэзентаваць мою книжку. Я кажу, як ці можна? Я с прыемнасцю, так сказать, возьму у вас и все такое. И он пачаў подписывать, а на вокладцы мне мільгнуло прозвище. Я кажу, а вы з Лёняй Ліхтаровичем часом, якія у вас, так сказать? А это мой батька. А Лёня Ліхтарович, это вядомы партизан, такі прыгожы молодый мужчина.
які вельмі рана памёр на 47-м годзе жыцця. Ён мастак, і ён прымаў удзел у афармленні першай экспазіцыі музея філіяла Коласа у Миколаевщине, там, в Альбуте, значит, в этой филиале. Значит, это, я сказал, героичный партизан, он особисто пустил 19 немецких эшелонов под откос. Уявляете себе, что это значит? Вот. И это мастак и фотограф-мастак Георгий Лихтарович. И я, значит, он дал мне эту книжку, и вы знаете, я за салоной прочитал книжку мастака, книгу вершаў мастака. Это уже другі выпадок пасля, значит, мастака Сітніцы. Такі есть выдатный мастак Сітніца, который просто здзівіў нас усіх старейших своими вершами полыми. Якая высокая культура, так сказать, и техники поэтичной, и души. Вось. Так это мастаки только. А кольки, значит, людей, которые... Теперь вот почали люди потрохи признаваться, что яны вялі дзённікі в жыцці сваім. Вот друкуется, скажем, у «Народной воли» вспомины в нескольких номерах, вспомины Пташука нябожчыка, значит. Оказывается, он пишет, я все жыццё вёў дзённікі. Оказывается, танк вёў дзённікі. Один, значит, з наших сяброў, старейших, вот нема магчымасці мне, аказіі нема напомніць яму, што ён аднойчы сказаў, гадоў 15 тому назад, ён сказаў, по-моему, в наш час дзённікі пишут только дурни. А теперь друкуе свои дзённікі, понимаете, это самое. Вось. Значит, так, ну что сказать? Таленовитые люди есть, выбиваются одни ранее, другие позднее, скажем, у поэзии. Вот мне молодых Ходанович, значит, выразно так вызначился. А у прозе Федоренко Андрей, значит. Ну, а вот той же возьмите драматург, которого мы называли тут, так сказать, Курейчик. Это же з'явы. Значит, и зусім нормально то, что многие отсеются. Потому что, так сказать, ну и у нас это вельми танно, там 2-3 вершики и уже в член Союза. Понимаете, это... А? Не так, а быває... Не, а быває ще легче, ще горш. Нічого не напише, як Анатоль Белый, и член Союза, понимаете. Вот. Так что, да. Вот. Это не значит, что я хочу девчат отполохать от поэзии. Их не отполохаешь так, как не отполохаешь от молодости, от кохания и от поэзии. Дай Боже им, значит, поспеху, так само, як хлопцам. Вось, але нешта такое сказать больш пэўнае, чым уражанне чытача, а я ж не только молодых читаю. Я читаю и старых, и бывают такие старые, что уже аж где-то там до народження Христова починал, понимаешь, это самое, да. Вот я назвал Честертона, я вот теперь читаю, значит, это самое. Читал вот апошнее, что книжка, значит, моей сяброўки уже давней, значит, Алены Семеновны Василевич, новая книжка. Кто не читал, рекомендую. У нас часами, так сказать, про одних кричать, а про других молчать. А это такая, про которую больше молчать, але сапраўдная, так сказать, сапраўдная письменница, сапраўдный, значит, прозаик. Вот у новым полымі, ну, значит, у першым нумары гэтага полымя новага мне пораіў Арсен Лис прочитать артикул Андреюка Серафима Антоновича. Я вам просто рекомендую, почитайте это огляд сучасной прозы с 86 по 2001 год.
на яким то високім узроўні зроблена такой цвярозасці і, значыць, агляд дасягненняў і недахопаў. Вось. Ну, а так, дай Боже, каб як найбольш сустракалася такіх людзей, пра якіх можна сказаць, што гэта, так сказаць, ад Бога і што гэта будзе. А памыляцца в акрэсленнях мы все можам, так сказать. Кагосьці вельмі захваліш, а потым, так сказать, вот. Притом на ходу так это все. Я помню, после войны, коли там наперечет все было, значит, вот в один день нас с Мележем примали в Союз письменников на завтра после перемоги, 10 мая 45 года, на завтра. Война кончилась, значит, и мы были 43-й и 44-й по лику. Теперь я сказал 500, а тогда 40 человек было в Союз письменников, все наперечет были. И вот молодая наставница приехала на нараду молодых за повестью. Ну, не было просто про что говорить до этого, а тут раптом нечто з'явилось. Ну, и мы почали тут чепились за эту повесть, значит, и выступая, таки был у нас маринист, письменник Миронов Александр, вельми колоритная фигура, челюскинец и так далее. И он каже, это, каже, хорошая речь, и он по-русски писал, так я не говорю по-русски, вот у вас это хорошая вещь, но ее следовало бы еще раз переписать. А яна сидить уже з неким кавалером, и уже за щекою цукерка, и каже, мне надоело ее переписывать, может, тут у Союзе кто перепише. Вот. И на этом ее, так сказать, ведомость и популярность закончилась. Понимаешь? Так что и так бывает, понимаешь. Прошу вас. Скажіть, ласка, а ці заўсёды ви жылі ў міры і згодзе з вашими героями? Ці здаралася вашим героям дзейнічаць по своей воле, супраць волі вядомы автор? Ну, это старое, як Светы кажут. Татьяна меня подвела, як казал Пушкин, вышла замуж. Что-то самое, да. Вот. Ну да, ну, як примушаешь кого-то дзейнічаць неадпаведна, так сказать, его характеру, так тады ён упираецца, и добра, калі ты, значит, як найхутчэй гэта зразумееш, што не трэба з яго рабіць тое, што не ён. Это бывает. Скажите, а что письменнику дае творчесть у суаўтарстве в параўнанні з індывідуальнай творчасцю? Вот, які ваш досвід супрацоўніцтва з Алесем Адамовичем, Владимиром Колеснікам? Як гэта вам далося як письменнику? Ну, есть такое у Чехова, у записных книжках, говорит, что сотрудничать с кем-то не то, что нужно, потому что, говорит, ну как нельзя вдвоем играть на скрипке, так нельзя, значит, вдвоем что-то писать, повести, это самое. Ну а то, что мы робили у трох с вот, Адамовичем и Колесником, книгу «Я з вогняной вёски», так тут же совсем другого характера. Это, так сказать, работа больше журналистского плана, так сказать. У нас было строго поделено, значит, Адамович с магнитофоном, значит, это репортер, магнитофон такой, Колесник, фотограф, эта книга оформлена его фотоиллюстрациями, а я уже, так сказать, с блокнотом для некой координации всего этого, значит. И у нас у кожного засталося, так сказать, за пазухой штосьці тое, что не пошло ў книжку. У меня некалькі навел есть, так сказать. У Адамовича, так сказать, после этого падмацаваўся ён нашим читанием документов мы записавши все эти, значит, размовы,
А это 72 километра пленки, уявляете себе кольки. И это требовало у нас старушка, пенсионерка, значит, машинистка, передруковувала, треба було їй надиктувати, то 5-10 раз вертаючися до хрипатого голосу якої-небудь бабки 94 годи, яка розказує, значить, все це передрукувати і так далі. Ну, це чисто технічна справа. Значить, от я заблитався нечто. Значить, А що за столом ще у кожного? а, у кожного за столом ще нечто для себе. Значить, ну, Адамович написав Карніков не одразу після «Я з вогняної вёски», бо ми, дякуючи чоловіку, який живе і до якого ми всі, і плюс ще й Биков, відносимося з повагою, це секретар ЦК був Кузьмін, значить, Олександр Трифонович, який, значить, під кінець, побачивши, що ми робимо, він нам почав допомагати. Значить, і я дойду трошки, я много наговорив, так сказати, так це то. Поможите мне трошки, что, як ви сказати, питання? Что это дало вам для вашей письменницкой досвіду праці? А, да, это дало вельми много, хотя мы, да, вот я теперь, значит, что мы, закончивши сбор материалов, значит, звернулись до Кузьмина, каб ён нам допомог заглянуть в архиви КГБ. Як же виглядає тое самое з боку ворога? Скажем, бабки, переважно малописьменные або неписьменные, про это рассказывают, но они ж не знают, где, что, як, какие там части военные, ці что. А нам, значит, дали магчимость читать архивы, а справа, уявляете, вот справа якого-нибудь карной частки какой-то немецкой, и там 50 вот таких томов справа. И все это мы, значит, залезем, покольки Колесник у Бресте жив, так ми, значить, тільки з Адамовичем читали. І от я, як потім гляджу його і той самий «Карніки» або кінофільм «Іди і гляді», і мені видно, що откуль, як це откуль взято, значить, архівів у цих уже по лінії нашей разведки, контрразведки, КГБ и все такое. Вось. Так, конечно, это дало, это вельми много дало. Скажем, вот ездить по Беларуси, мы себе не уявляем, на якой цудовной земле живем. Скажем, вот помотляться так, полезть, Витебщина, скрозь это все, и поглядеть, какие пригожие, скажем, лясы дубовые на Дубарцу, те, какие, значит, там, ну, мы там мы были и ранее, но больше пильно это так поглядалось. Значит, это дало нам великое вывучение земли родной. И после люди, это ж люди, и притом люди, все, у всех их была гуторка на таким пределе, по-русски кажучи, щирости уже. Человек, рассказывая, и он дочекался. Нам навіть такі речі говорять: хлопчики, а де ж ви до гетуль були, чому ви так довго не приїжджали? То, конечно, засталося много, и до гетулі ще, так сказать, вспоминается этого. Вот. И не все вспомнится так, как не все было рассказано. Вы уявляете себе такую дорогу, вот 9 километров дороги поміж двумя райцентрами Витебщины. І на гэтых 9 кілометрах 5 вёсак так дашчэнту знішчаных, што ніякага следу няма па 5 гэтых вёсках. І калі вот цяпер часам ідзе гутарка, значыць, пра могілкі гэтыя, немцы хочуць наладзіць, пакрыць нашу зямлю своими могилками доброупорядкованными. По-перше, все равно, як у докор нам, як мы не умеем сами своих шановать.
Так часами думаешь, боже мой, боже, 9 километров, 5 вёсок знищених, дети, старые, женщины, значит, а могилки робить какие, чьи? Это страшно, страшно, страшно. Это... І знов же от вспомним то, з чого ми починали, що аби війни не було. Что там? У меня такое выражение, что вы тасуете карты этой записки, там кое-что обминаете, так сказать. Не? Не? Наприклад, у нас питання, чим ви захопляєтесь? Може, ви, наприклад, малюєте? Чим себе захопляєтесь? А? Кроме литературы? Не, это самое, я з неким таким легким недовером отношуся до людей шматгранно таленовитых. И он и малює, и реже, и пише, и все, значит, и хотелось бы ему сказать, займался бы ты, братья, чем-нибудь одним. Вот. А прочто вот письменницкого, скажем, и читацкого, я заядлый читач все життя. Значит, и пасля я вельми любил подорожничать. И я был недрэнным спиннингистом, але, значит, все это у меня одошло завчасно трохи. Скажем, вот я уже больше 25 годов, ноги хвореют у меня, значит, нема. И пасля я с таких неудалец, знаешь, такие вот тяжеловоз, такие, значит, вилы, гной накидать, это я могу, так сказать, орать, косить. А как это каким-то майстерством заниматься, вот мой же друг Колесник, значит, левша, он и слева, и справа, и он и столер, и резчик, и игра, и это самый, и мастак, и все, что хочешь. А я вельми завидую, коли хто хорошо танцує. І коли от часами на літературних зустрічах виходиш і думаєш, Господи, навіщо це покута нечто говорити, відказувати, а як раптом баянди врезав, понимаєш, на баяні, понимаєш, ото. Значно лепш було б. Так що в мене особливо ніяких хобі нема. Вот, ну, живу, просто живу, так сказать. Вот вы сказали, что зайздростью вы летите на людей, які добре танцюють. Якраз ви питання, як ви ставитеся до зайздрості, ці знайомі вам це почуття. Ви вже фактично... Конечно, да, як это. У нас вот, я з великої сім'ї, я 10-е дитя в сім'ї. Значит, 3 померло маленькими, 7 выжило, а теперь я остался один только на этой самой. И вот на 3 года старейший за меня брат Миша, так и он и танцевал, и на 2 коньках выраблял, як все равно фигурист и все это такое. И я с зайстростью всюду на это глядел. Была, вот помните, такой математик, президент Академии наук Платонов наш. Якое-то была великая урочистость некая в оперном театре, и после его, значит, почались танцы. И я поглядел, як эту математику взял с хора Титовича, такую гнуткую девчинку, и пошел на мелодию эту, а я лягу, прилягу, пошел вальс. Думаю, Господи, кто Гоголь сказал, почему ты мне не дал такой бекеши? Зайздрость ведома, но могу вам честно сказать, вот, коли говорить про зайздрость до сябров по литературе, она, дякую Богу, ніколи не была черной у меня. Вон. Скажите, а вот такое питание. Ці верите вы у забабоны, и ці верите вы у Бога? Что вы верите? Ну что-то вы все разом смешали. И забабоны, и Бога, все такое. Вот. Я недавно выступал с великим интервью в газете «Белорусская деловая газета». И мне было зададено такое питание, значит. Я отказал. Я не належу до ніякої конфесії, але я і не атеїст.
Я, значит, маю гонор з где-то гадоў з 15-16 адчуваць вялікую цягу да агульналюдскай філасофіі, значит, и китайской, и индуистской. В этом сенсе мне много допомагали работы Льва Толстого, его компиляции этих самых вот круг чтения на каждый день. Значит, после было такое русское выдавецтво «Посредник», якое выдавала библиотека «Посредник для народа», невеликие книжки, скажем, там Сократ, Спиноза, Вольтер, там Монтескье, понимаешь, о том самом. И я думаю, что у поляков есть такое хорошее слово «вольномыслитель». Вольнодумец трошки не тое, так сказать. Тут, може, і Гоголь припсавав, бо його Шляпкін-Цяпкін теж вольнодумець, значить, ти був. Значить, я просто, от що дотичиться релігії або відсутності релігії, я лічу, що люди еще вельми много, значно, непоравнанно больше не выяснили для себя. Значит, у сенсе, ну вот, скажем, католик свое, православный свое, в христианстве нават. Вот и мусульмане, потом индуисты, потом, значит, буддисты, все, что хочешь. И каждый лічить, что он, бачите, вот теперь что дошло, что, значит, молодые люди, вот это, что в Москве было, это самое, концерт, это был чеченцами, значит, заблокированы там. Эти бедные, несчастные девчатки, они, конечно, их и шкода чеченок этих, они стратили своих родных, и она этим своим дурацким пистолетиком стоит вот так, а потом лежит отравленная, значит, и они ж упевнены, что нават мужчины, хлопцы, у которых больше скепсиса, чем у женщин, у мужчин. И он говорит, что он будет сегодня в раю. До якой ступени оглупления доводит и религия, все-таки, так сказать. Это же страх подумать, значит, быть. Вот это все у японцев камикадзе, это же так само религийное у японцев. А теперь вот эти самые, что взрываются, а мусульмане все это жахливо, а это ж все, так сказать, отворотный бок этого религийного медаля, значит, что вот беда в чем. И коли это с этим всем кончится, видать, ни Бог, ни черт, никто не знает. Жах. Скажіть, будь ласка, чим займаються ваші онуки, які у вас з ними відносини? Могу, мне это приемно завсёды говорить. У меня 4 внуков, старейшая, першая внучка. Яна, коли народился другий внучек, так яна на кухне долго плакала, что теперь ее любить не будут, а его будут любить. Яна наставница молодших классов, працує и добро працує в 4-й школе Минска. И мой молодой друг Володя Єговдік, и он редагує «Березку», и он, значит, видає лесовик такий. Завсёды все это передається Дануте, ее Данутой зовут. Значит, другий у меня внук, той, над которым плакала она. Мы его вот у Снежні жанили. Отбыл, значит, службу в армии. Теперь учится заочно в політехнічному інституті. И поженились, и они вельми симпатичная девчинка Маша, такая мать русская, батька белорус. Значит, и он працує тое, что теперь модно говорить, менеджером где там. Значит, с мужем этой самой внучки. Вот. А далее пошли математики у нас. Значит, у меня дочка старейшая викладає іспанську мову у Він'язі, теперь інакше називається. Значит, вот мать Дануты, Наташа, она была замужем за поэтом Григором Семашкевичем. Працує у видавецтві
займаецца, значыць, цяпер от рэдагаваннем збораў твораў, у прыватнасці, от толькі што канчаецца Купала ў яе, ідуць апошнія тамы Гілевіча і Барадуліна і пачатак збору твораў Шемякіна. Вось. А сын у мяне фізік, значыць, канчаў фізмат, кандыдат, значыць, працуе в Акадэміі навук, і ў яго дзеці абое матэматычна здольныя такія. Значыць, Волечка, цяпер от дыплом піша. Учора мне радасна званіла, што якую-то нашла памылку, якая ў яе была там. Я ўжо радам з ею. Я кажу, она вялікая? Да не, я кажу, ну, все роўна добра, што няма яе. Значыць, яна атрымлівае стыпендыю імя Скарыны, значыць, здольныя. И самый наш агульный любимец семейный – это Антон, которому так само уже со жнивня 21 год. Так вот такие внуки. Скажите, переласка, Иван Антонович, открываючи творче уступное слово на юбилейной конференции до 120-годия Куба Колосу у музея, вы говорили про новую землю, про особливое значение этого твора и про то, что як добро, что он выдадены в одной книге на нескольких мовах. Але вот ваше восприятие новой земли, ці не есть этот твор таки выключно белорусский, таки абсолютно белорусский, 100% белорусский, тяжкий для восприятия носьбитом інших культур? Я недавно, вот, как я вышел этой том різний, я перечитывал переклады польские и русские. До польского перекладу я маю певное дочинение. Значит, там я говорено в предмове до этого тома, значит, что я сосватав польскому перекладчику Чеславу Сениху, уговорил его, так сказать, перекласти. И он, значит, поляк, але з певною оговоркой, тому що Владимира Конана вы ведаете, и он поляк, але он двоюродный брат Владимира Конана по мамах. Значит, что он наполовину белорус, так само, и он выдатно ведая обидве мовы. И треба вам сказать, что это досягнение, великое нават досягнение его переклад новой земли. Хай себе она вельми белорусская, значит, и вядома с истории литературы, что на перекладах вельми много тратить творы наших. Вот, скажем, до з'явления, значит, Юлиана, выскочило слово, Тувима, не было Пушкина на польской мове. А тут вот я мог бы вам читать Пушкина по-польску, и вы бы, значит, здивились, накольки это все здорово по-польску зроблено. Русские переклады, там можно, значит, принять без оговорок Исаковского. Хотя так само, он трошки, так сказать, не тое. Ну, а там по-городецки и другие, значит, теперь вот я, дякуючи, не помню, кто-то писал, значит, кто-то з жанчын наших литературознавцев, доследование этого, значит, история переклада на русскую мову, значит, там выратовывал поэму такий маловідомий русский поет Семынин, який редагував відомого поета Городецького, друга Колоса, з яким Колос, до речі, посварився з-за цього перекладу, так сказати, настільки це дренно. І є такий Владимир Жиженко, наш хороший товарищ, такий хороший літератор. Ён со Смоленщины, так само добра ведае беларускую мову. Апроч таго, ён жыў
уже жыве весь час тут пасля вайны у Беларусі, ён перакладае новую зямлю, і я вельмі агітаваў Гілепа, які ўзначальвае гэты фонд культуры, што давай закажам. Але гэта, калі звярнуліся да Жыжэнкі, так ён кажа, з 30 тых раздзелаў ён пераклаў толькі 4, а так жа мне і сям'ю трэба карміць, як я магу. А цяпер жа ніякага, скажам, каб далі яму аванс такі, каб ён мог спакойна год ці два. Так вот, з боку Чеслава Сенюха это просто подвиг, что он, значит, все отложивши, перекладал все-таки 30 этих самых разделов поэмы, и переклад зроблений вельми добре. Мог бы вам додать еще такое вот приємне. У нас разом з Барадуліним працює над перекладами, значить, нас на іспанську, ці з іспанської на білоруську, Шерман Карлос. Значить, Янушкевич Язеп, наш вельми енергічний, молодий дослідчик літератури, толковий вельми хлопець, значить, говорив со мною над вот ідеєю видання Тараса на Парнасе на мовах народів світу. 6 уже було перекладів. Я кажу, ну лічба не тая, треба якусь сакраментальну лічбу, ці 3, ці 7. І я говорю, давай зверніся до Шермана. А Шерман тяжко хворий. Навіть тепер, здається, він поїхав лячитися у Норвегію на операцію. Але перед ад'їздом він мені дякував, вельми усхвалявано говорив, що дякую вам, що ви пораїли, я з такою солодою переклав Тараса на Парнасе на 7 на іспанську мову. Значить, так вельми приємно, що в нас це робиться. Ось. А так от домагчися того, скажем, ну от же великий поет во ім'я Отця і Сина завсёды починається з Пушкіна. А Пушкіна за межою вельми слабо ведають. Русскую літературу ведають по Достоєвським, Толстим і Чехові. Значить, вот. Гоголь тепер виходить неяк у відомість сусвітню більше. А Гоголь належить до найбільш таких, ну, вельми тяжко перекладати його. Значить, я ведаю по польських перекладах, здарилося так, що я був у гостях у польського поета Владислава Браневського, і він почав шукати, підписати мені свою книгу, і не знайшлося ні одної книги поезії, і він мені підписав «Мертвые души» Гоголя в своем перекладе. Но это все-таки не Гоголь. Читаешь, великий поэт, конечно, Владислав Браневский, а это все-таки не Гоголь. Вот у нас, из наших поэтов, у нас до таких, по-русски кажучи, непереводимых, Панченко належить. Тратится вельми много этого самого подтекста, вельми много тратится, так сказать, в его. Вот. Ну и целый шерах других поэтов, значит. Вот, возьмите, Иван Мелеш, и он литерально плакал над перекладом, який робив йому Горбачов Михаил. Не той, который с Раисой, а перед этим был, значит, референт у Союза письменников, з Витебщины хлопец, халтурщик страшный такий, пройдоха, і він, значить, за все хапався, і от він переклав людей на болоте, а Мелеш сидів і робив з гэтага переклад сам. Вот такие справы, значит. Так что это вельми великая работа, и мало таких людей в нашей вот литературе, которые по-сапраўднаму могут. Ну вот Сёмуха, значит, я уж так само магчымасці абмежаваныя, он же германіст, ну он еще с польской перекладает, с латышской, значит, это самое. Ну и другие там.
Ну, а гэтыя пераклады з перакладаў, это не літаратура, так сказать. Уяўляеце сабе, што адзін раз ідзецца на вялікія, так сказать, страты, а тут яшчэ другі раз, понимаешь, пераклад з пераклада. Але нічога не зробіш, і такое ёсць. Вот вы говорите про мовы, про переклады, и есть питание, как вы оцениваете ситуацию двухмовья в Беларуси? И в сувязі з гэтым, ці ёсць абавязковы сэнс перакладання нечага на беларускую мову, калі людзі двухмоўныя могуць пачытаць это по-руску? Тут вы дазвольце мне зноў раз успомніць унука свайго меншага самага. І ён казаў, кажа, дзед, ён часамі яшчэ будучы школьнікам, мы жывём у розных месцах Мінска, звоніць, дзед, хочацца пагаварыць на роднай мове. Ну і гаворым. І от ён кажа, што это вельмі добра, вот, і ты перакладаеш, значыць, а мы якраз рабілі тады том Толстога. Я перакладаў вот яго некалькі аповесцей, апавяданняў. Пасля я пераклаў цэлы том асобны, ён ужо 6 год ляжыць без руху ў выдавецтве. Это «Залатая ружа» і апавяданні Паўстоўскага. Значыць, кажа, мне все-таки лепш, я кажу, мне лепш чытаць в арыгінале тое, што я ведаю. Ну а што рабіць, калі няма арыгінала? А так ён потым, значыць, като любіць малыя мудрагеліць, ён недзе ў 7-8 класе быў. По-мойму, кажа, гэта добра, трэба рабіць наперад, каб потым, калі ў нас пытанне з нацыянальнай, значыць, культурай стане на сваё месца, тады было гатовыя, значыць, рэчы на народнай мове. Значыць, адзін з маіх латышскіх сяброў, значыць, паэт, празаік Юлій Іванак, вельмі хорошы таварыш, значыць, я часто бываў у Рызе, і ён кажа, я тебе посоветую моего портного. Он тебе сошьет костюм. Отлично. И вот я, значит, у старого пенсионера Карла Ивановича пришел на примерку першую. И гляджу, стоят книжные шафы и толстые томы. Жан Кристоф, мужики Реймонта. Все это по-латышски. Я говорю, Карл Иванович, это теперь... Какое теперь? Что вы говорите? Это перед войной сделано. Тады, як Латвия была буржуазной, свободной, культурной краиной. Так что это вельми важно. Треба что нечто, так сказать, и наперед робить, а не только, так сказать, у нас. Это теперь, дякуй Богу, что молодые наши, это великий плюс нашим молодым литераторам, что они ведают многие из них ведают мовы. Вы возьмите архе, там, это же все переклады с оригинальных, так сказать. Значит, и дай Бог, как это было ширилось более и более и более, значит, и как мы имели махчимость читать не перекладенные русскими, а потом нашими, которые там дельцами с русской мовы на белорусскую, а просто, так сказать, добротные переклады з оригиналов сусветной литературы. Ну и само собой, как и наша пошла так. Вот белорусов вельми мало перекладают з оригинала. Я могу сказать про себе. Меня перекладали вот на польскую мову з оригинала, на чешскую, на латышскую, на литовскую, на украинскую. А який-то немец, значить, вискочило прозвище, його наш русский дослідчик, ви знаєте його, Пархоменко, да? Пархоменко, значить, свого студента настроїв на мой роман «Птушки гнезды». І він переклав його з оригінала, і лепш би він його не перекладав. Скажем, вспоминая, мой Роневич вспоминає Мендлі на взгорку на полі. Мендлі. Німецьке слово Мендель, це, так сказати, 15 снопов. А він перекладає
значить, і на взгор'я, значить, і коли перекласти знов на русскую, миндалевые деревья. От такий переклад, так собі, те саме. Питаються студенти, Жан Іван Анатолійович, які пожадання ви можете зробити нам, будучи наставником родної мови і літератури? А что, все только будут наставники? Ні, ну, некоторые, бачите, хочуть. А которые пойдут? Я с глубокой пошаной ставлюся до наших бедных наставников, выкладчиков родной мовы и литературы. Я недавно выступал перед активом Минской области наставников. Это подвижники. Это, значит, люди, які, так сказать, амаль усе, значит, роблять эту свою святую роботу з адчування тільки, так сказать, обов'язку громадянського і от такого щирого якого-то, так сказать, прихильності до цієї справи. Дай Боже їм легчайшого життя. Дай Боже, щоб все-таки справа наладилася. От, бачите, тепер такий плач по Мулявіну йде. Це правда вельми цікава з'ява. Русский чоловік так полюбив наш фольклор і так, значить, добре у їм відчував себе. А чому ж не беруть? Це русский білоруську полюбив. Чому ж не беруть з його прикладу? Как любить, так сказать, белорусскую мову и белорусскую литературу, значит, так само. Тут лёс наставников и лёс письменников подобны. Коли взять письменника белорусского, який, так сказать, живе в этом и сердцем, и душою, так что, он не подвижник хіба? Вы знаете, что такое вот теперь вот у нас эта каша стала с часописами, так, супротивстояние такое, и новые открываются, и в старых друкуются, значит, и думаешь, ну, а где друковаться ему? У нас, так сказать, нема где друковаться. У нас лежать рукописи, у видавецтве забитые шафы рукописами готовыми. У меня самого вот только что зрушилась с места, пошла книжка новая, которая три года пролежала в видавецтве. Коли это было так? Ніколи так не было. А все любят нібито эту белорусскую культуру и мову и плачут по Мулявине, понимаете, это самое. Честь и слава ему, он много зробив, значит, все то. Але, я ж кажу, приклад його повинен святити тим, від кого залежить льос нашої культури. Я вам говорив, що я заводний, так що глядите, ви зараз подумаєте, Боже, коли він кончить, розумієш, це саме. Питання таке, як ви оцінюєте громадсько-політичну теперішню ситуацію на Білорусі і як реально ви бачите ці зміни, яку ви перспективу бачите? Один, значит, я не знаю, вот той, что не рихтуется до кандидатской, а до докторской диссертации. Один мне колись написал, вот такое питание задал. Вот такое, як ви, питання задав мені. Так я йому відказав, він мені потім позвонив по телефону, я говорю, знаєте, дорогий мой, каб я так просто відказував на таке питання, так я би сам докторську оборонив, а не вам помагав би, що то саме. Давайте что-нибудь легчайшее. Колеги, чи є у вас ще питання, може хто хоче особисто задати питання густа, бо письмово це, по-перше, не тоє, а по-друге, може про свою інтерпретацію. У чем счастье, Иван Антонович, человека? А? У чим щастя чоловіка? У щасті. Да.
Что ж тут можно придумать, дорогие мои? Тут усё ідзе, як пачаць з маладых, так от это ў каханні, а потым у сям'і, а потым, так сказать, вы уже вот нават у мяне пра ўнукаў пыталіся, а яшчэ ж я чакаю, что будут пытанні про правнукаў калі-небудь, понимаете? И все это потом работа по душе, которая, так сказать, все это элементы этого счастья человечего. Так что в чем счастье? Трудно, так сказать. Да? Як ви відноситеся до сучасної сітки інтернет? Користайтеся нею і чимайте і знаєте, або що ви спите? Дорогие мои, знову же буду про внуков говорить. Яны гэтым займаются. Значит, а я вспоминаю, одна из моих сестер замужем у нашей вёсцы. И вот у нее была бабка, свекров, так она никак не могла справиться с этой электробатарейкой. Все, не ведала, как ее выключить, и все, фу на ее, вот, значит, само. Так выглядаю я перед компьютером. Значит, за мной. И знову же я говорю, вот самый у нас заядлый компьютерщик – это молодший внук. Вот. Але я думаю, як вам сказать, коли вы читаете, кто задумывается над тем, на компьютере ці гусиным пером писал Пушкин, допустим, скажем, у нас мы технічныя обмежаваны, скажем, я сам друкую свае рэчы цяпер перадрукоўваю, таму што камп'ютары вельмі ударылі моцна па машыністках. Спачатку яны выкарыствалі эту сітуацыю і вельмі многа бралі, значыць, столькі, што і ганарару столькі не возьмеш, колькі машыністцы трэба заплаціць. А раней было, я помню, значыць, я карыстаўся, значыць, дапамогай машинистки, такая Янечка Шабуня, значит, она уже старушка теперь, которая так идеально друковала, что где-то на 5, а то на 10 сторонок может быть одна описка. Вот. Значит, а теперь, вот я вчера сидел у выдавецтва с редактором и просил у ее пробачения, что справками рукопис. А она каже, а для компьютера это не має ніякого значення. Во, як до якого ми щастя дожили, так сказати. Яще, коли є що у кого? Ой. Пригадається якісь письменницькі жарти. Що про цвічок було, коли Короткевич забивав цвік у стіну і потрапив у той цвік, який використав. А, цвік, да? Да. А, да, Володя був рогатун такий. Ён вельмі сміявся, так по-русски кажучи, заразительно, значить, як. І навіть часами дивно, я помню, приїхав, я привез його туди на свою родиму, в Карелицький район, значить, і в гостях у моєго сябра, така вёска Бережан, сели обедать з сім'єю, і він раптом га-га-га! Люди глядят, что такое, кого ты привел, так сказать. Я говорю, что ты... А я, кажу, вспомнил, нечто, знаешь, там... В рукописи нечто вспомнил, нашел некую, так сказать, эту самую. Спевал он охотно вельми, притом добро спевал. Значит, жарты любил. Значит, ну вот такие речи, скажем, с этим цвіком, это они... прибиваю, нашли где-то анёла драўлянага, а ён жыў за сцяною у мяне. І пачалі з таго боку гэтага прибіваць анёла. Я гляджу, што такое у мяне над канапай цвік лезе. І лезе цвік этим капялюшыкам сюды. А это я перед, значит, ремонтом кватэры
паленаваўся яго выдзіраць, ды пабаяўся, што вырву кусок тынку, так я яго взяў гладка забіў. А трэба ж было, каб яны з Мальдзесам з того боку попали якраз в гэты цвік і выбіваюць мне цвік на этом самом. Вот. Володя быў жартаўнік, весёлы хлопец. Вот. Яшчэ што-небудзь ці хопіць уже? А? А про Нарицьку? Хто ще у Нарицьку які ще виїжджав? Что? Мы не яго разыгрывалі, мы разыгрывалі других, а я браў яго як сведку. Да. Разыгрывалі мы. Ну, могу вам сказать, при всей моей пашане и любви до Сергея Ивановича Граховского, который покинул нас недавно. Значит, он спустились мы в шахту на 450 метров вниз, и он прочитал там верши, и ему подарили кавалок породы этой. А в нашем автобусе была работник горкома, партия веселая, симпатичная, и тут все мы накинулись ухаживать за ею. А Сережа сел перший каля яе. И я ему тихенько потом кажу: Сергей Иванович, вот Наташа, яна, значит, ей самой неёмко тебе говорить, она просила меня попередить, каб ты гэты кусок породы выкинул, бо ён мае вельмі размагнічваючыя значэння. І ён, конечно, выбраў момант і в окно яго. Дмитрий Яковлевич, было? Было. Опа, это у нас было, я помню, по далеким усходе, значит, подорожничали. А по Амуре, это от Хабаровска до Татарской протоки, там Николаевск на Амуре. Значит, и мы были где-то в гостях у одного из этих хабаровских письменников. А дачи у них по-сибирску называются заимки. На этой заимце мы были и, плывучи назад по Амуре, спевали белорусские песни. И что вы думаете, день праз два нас выкликают на запланированный концерт белорусской народной песни. И треба было выкручиваться, так сказать, это сам, да. Вот. У падарожжах вельмі много, тады была магчымасць падарожнічаць. І я вот асабіста прайшоў так, значит, Амур, Енисей, Волгу, Днепро, значит, это самое. На поўначы, скажем, были и на Соловках, и в Кижах. Пасля машину я выкарыстываў толькі летом на падарожжы, где вот у чорта там Ужгород, а где Сталинград, это все вот такое. Вот, это самое. Іван Антонович, може пам'ятаєте з гэтых падарожжаў успамін пра нашага Міхася Жиркевича Михайла Ивановича? Вы разом з ім падарожнічалі? Помню. У Черногории есть такие звычай. Коли кто-то пройшоўся хоть бы один раз, а тем больше, коли два разы пройшоўся с сестрою, браты этой сестры повинны у яго спытаться: ты жениться думаешь ці не? И ледь не до помсты этой кривавой, так сказать, закон тады. И вот мы, значит, в какую-то вёску заехали, черногорскую, этой самую. А яны, як монашки в черных этих вопратках, пожилая женщина. И наш таки Михаил Иванович, так это, як тебя зовут? Она каже: Анна, а я Михаил. Я не вытрымал, говорю: Михаил Иванович, осторожно, попадешься, что могут отпомстить за это. Ну и другие речи были там. Он веселый человек был. Тогда нам сдавалось молодым, что он, хотя он уже и старейший намного за нас был, там, так сказать, это. Молодий духом завсёды я жив.
Но ён веселый был, так сказать. Ну, у нас был конфуз страшенный там. Мы не уявляли себе, наколькі популярные русские песни в Югославии. И вот такой город Сплит есть, так сказать, в Далмации, там, каля Дубровника. Значит, молодь мясцовая выкликала нас на спаборніцтва. Ну, я чаму вспомнил, значит, что як почали спевать, так кто в лес, кто по дровы, як кажуть. И вот Михаил Иванович таким голосом, нечто в бок, понимаешь, это самое. А гэтые нарочно нас выпустили, перших як гостей, а тады сами выконали под гитару эту самую на рейде большом. Боже ты мой, мы сидим, а куда уже, да может быть больше, ну куда больше тут уже, так сказать, брать в этом самом. Дякую вам. Не, я вот думаю, я разговорился, но есть же такие речи, которые, так сказать, лепш помолчать, понимаешь, это самое. Вот. Хто ж написав сказку про Лисюга? Это у нашей вёсцы у 40-м годзе, як брали в советскую армию уже. И потом один пришел у отпочинок. Пытается: Федя, а где ж ты служишь? Он говорит: Родина меня не для того послала, чтобы я тебе рассказывал. Я гэта ведаю з 77-го года. Хто гэта написал? Кавалак часу. Значить, і нават я перадрукоўваў для сябе гэты экземпляр адзін. І там, дзе ён у парадку маскіроўкі пра сябе таксама піша дрэнна, значить, я взяв, опустил, думаю, як то ти, каб мойго друга, ти тут це саме. А тоді він рагоче прийшов, каже, це ж я сам про себе написав тут в этом. Я не присягав, конечно, что я никому не скажу. Но есть же такий принцип, это у жанчын асабліва вясковых каже, это ж моя милая только як табе. А тая як табе, а тая другой як табе. И пошло, так сказать, А это он сам повинен, и он сам не хочет признаться, потому что еще живут не только дети некоторых, а сами некоторые дети, которые там задействованы, по-русски кажучи. Буде вядома, куды мы денемся. То там есть такой Януш Малец у нас, поэт, и он сантехник. І чамусьці от яму трэба абавязкова ведаць. Ну а чаму табе трэба ведаць? Ты сам. Хто напісаў? Что? А я могу снимать, что сказал там человеку. Что? Я могу сказать, еще раз, а больше не макал, он только за это цепляется. Я веду его. Кого? Януся? Хто написал? Нет, это человек. Януса это, да. И при тым, что дотычется, я не знаю, что дотычется моей думки про гэтую рэч, я лічу, что яна, так сказать, это добротный материал для настенной газеты письменницкой. А в нас уже почали пораўноўваць с Тарасом на Парнасе и так далее. Мы ж это любим страшно. Як трохи что-нибудь спляце, так уже и гений. А? Один молодой человек сказал, треба поднимать. Что поднимать? А? А. Написано это хлестко, а як это было разослано. Что там? А? Подзяліцеся, калі ласка, чего вы смеетесь?
А то чого доброго, пойду додому і буду думати, це з мене, видать. Иван Антонович, вы нас просто зачаровали. Я думаю, что коли все студенты так слухали наши лекции, як я не говорю, просто зачаровали, зачаровали. Я слушаю. Дякую, дякую. Дякую. Покоління міняються, і тому мені тяжко заподозрити, що я повторяюся. Але я часто на таких зустрічах вспоминаю один білоруський народний анекдот. Як бабка попросила внучка подати їй води, шклянку. І він подав, так вона каже: внучечок, дай тобі Боже здоров'я. А він каже: а я не хочу здоров'я, я хочу меду. Вот. Так от я вам жадаю і здоров'я, і меду, і поспіхів, і всього найлепшого. І дякую за увагу. Коллеги, было бы добре, как вы по заношению кресла студентку и брали. Хотя бы хотя бы близко до того места. Нет, Федя, тут ты сейчас Подпишите Наташе. Наташе. Наташа? Так. я якраз